كل مسيرة وين Salom. وين تغنى بريتول فيورال شي إزر طيب قول شدو تويسن ساعت قومنوات يورو خين تيالا وين جهر خين ساعت ساعت قومنوات تيالا وين تغنى تحباي شولخ стримю на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Далее стрим ночью мотают переговоры русских и американцев. Для нас и из-за قدولهما نوعي ديوتردو طبعا стримя с شجما سرقة ديغردو وحوصر خوشكا لدو خروشكا نوحشي شو ولا Россия ولا شيء безопасность шайн قيرم خلرنا ديتمادية خيل عبو جارة كمين تاريخ يازي ديست خيل وعيد لو جغر دودا ولج دين دا وحدوش دو وعيد لو شت كومونيكация خلت شو دق لازم خ شو بالبيج هذا ديت специально в прямом эфире шукхатарш деш цанна айдлу иш деш дачунар дечара атеш дачунар кирна шоз аскмата нохчмата я еш аяда хардуча ашут худина васти бухун цундела малвуца еш шей сигатта бега шей бал бега дистрид вестрим YouTube канал даю реалити бошел и аслан арцу TikTok канал чуа транслироваться дешу тахкат вой Telegram каналу вой президиум правительства цучу дойло цучу адистрилишу аш комментарий языча аса юшеришунис тах ая дикцуна цуналаца хатташли дой шун масана дересхул ая дива машвула лига дуаштук сразу как обычно. Ассаламу алейкум, Хамин Махквай. ويا هاشي وين دوت طوي تاندل حال جو تعشل دو بتصامسو ارح برش دعال برش دعال بوتش مسو تيتسبال نكشلو بوندو الاشتيتشمو سندي تا نوفچو متاع روغير передачу Аслан Малар. Я хочу сказать и по-русски, что всех тех, кто будут задавать нам вопросы на русском языке, мы тоже будем отвечать, говорить, то есть здесь могут участвовать люди и другой национальности, и других стран, задавать вопрос на русском языке, и мы будем отвечать. Так, это на чешском языке. Значит, тема, переговоры между Россией и Америкой, так вот озаглавлено, что происходит в мире. Хами Махквай, таган мой магар, лячдал хал, вой масара, что яша, на угоду цаокша, бал, буквой качер, бал, мелбу эльча, урду мич, урду ярвока, дюни мич ауар дезгачду. Удо цана ауарди, чсаду вук ауарди, что вожду, так шаш юкя. Мостахил, что амбарта, хил дауат гачбу, я ваши иху гачбуаш. Я Америка, Украина отсидеш дауат гачу. Вай халкана балбу вайнбар, берега вай халкан балбу вайнбар. И халкан балвай халча. Ака суд яха цунс дюасна моды вайдючтер берега дукадар. وقارح عشان يوقف بتشعلقش الدنيا بتشعلقيات بتشة أمريكية كيتاي روسيا إنديا يوتس بتشعلق يوتسل صار جماعة يل بتشعلقش بتشعلق ملا مه يوتسن أتصل جماعة يشة مح إزجاه باش هذا كذا إيشة شو عاقة كباش كلار صلوشسن إش بوشسن كميش ديشتر Дюня тиятся шолотом, дюня том в 1945 году. Это международное право, это низом доц, низом ца, дюня тудех, что я хинза сахадах кандой. Хинза, что низом он дохал штучай, вот милуара Путин
دولن دولهم دوي قيش محكعة قيش بتشالقي دوز ده إلتا دوز دوها مقردات سأل دولهم دوي ملا اور دوش سنة شاش كندا سالوات سريو شاش هنادا كالوات سريو شاش وجه دي دو قدر دو الحديث دو كمال سا دوح كمال سن كمال دو هنادا وجه يتسر دو شاش وجه يتسر ترامب ينشل ده مسارة أنت أولش ده فندو أشياء политик شيء أرح أمريكانسكي و يوروبيا حياة ну, выше нас биться, Украине кыбашы, биться, масар дучтары, основном Европе. Чо бёхн бу холкона, бёхн бу, пармуцу. Цац был, göttер халк был лишь был санах, göttер охр, международное право, и цахал трибун, девял, сел на цасон. Амел да göttер, но ты, эйцев, вел, науэс. وينزل ليلين دو تشمو ترامب ترامب ساهم بيخي شوات على ورد ساهم غاسقي как слон в лавке он это санчуга мосома рушит дальше сулил иду а худу цена тех дерду дац инзе Саудовская Аравия переговор шлют Цунадер, Бождар, Цанакетик, Амеждер, Дашдер Шей, Дарат Шей, так, и Олтец, Иран, Сборт Барат Шей, и Иран, Даю Барат Шей, и Штум Дымечду. Вот Россия, Адаша, Йохит, Дайелел, Сирию, Дайеляча, Сирим Шей, Пачал Мэри, Россия Халха, была Йош, Дунята. Этигаха, и территории, Сан Иран далаца чбуяш, сон сабарт бога чбуяш, пойда хурда, Россиец элаца лилош буяч, кармел лилош дол, мосу эладу. Эла модуяч, конкретно хаур шумдаци, цахум акалкада дой, хар ишду хар вашду ол. Вашда даля, ака хуржду кона элча, Сейчас барт бина Владимир Ильич Владимир Владимирович Путин, чё Диксон, семерки, G7, G8, и на цунатах выезжал 20-ки, юка бахкитана, эшкет юка валвиза, и камерш до, юка вахшит саол, а юка валвиз вайтвиз ол. Если он дохом дичь, да холст дохона, я ж мич бахет, что я ж международный преступник, само почал юхот чуть мегрворстак вацал ишт ляч дукорда за одно я чуть мег швац лац вез чумовяна алманголи ваше на мошо резбоч монголан се президент а он тут жить найч он идущий атраш пизычлер родон миш багач бу миш диграчлер дөнья мосума цуна сагаттеш бу холкна кеч болнах خيش برد سخيتش كيف بقول حدوش درا صنعورة وين بالبر وين سجتبر وين نفش محكة وين عادة وين بتشالك وين دشتر مدة صنع وين صنع وهول ظلم هول هندول شول تحقيق قتر جلد دعوة تشدوية دال ست دولار ده سريع إيش لا تشالدو لكن ذا Hocar Deutschland hundash naushin technisch progress, oi mahar telegram, internet, telefon, och dunet, och det hasta etchara. Gut tuch och hisel kerdeni. Iskusen intellektuell, så där han bella du säger så intellekt, så att sån sketch развитие, مليار أحشودش أمريكا Саудовская Аравия, Америка, Кибаш, Выжута, развитие Гартыша, уже Кечпен Нахбо, какие-то там роботы, которые чох мосумлило сексен теревош, dia кедердош, кеч öyle yaş, da deşo kamenda ha la doş. Açımel do çaj davatç do plantație davat sigmel حاج مش حياخد كده تكنوش يوميت
Мосо мада إيش волк ديالك داخ إزبي خير دات واش درس دوش دات ويا مارس بلانيت تيك دعدان تيك إيه تيك موح عادل تيك أدم دعدو دو يمديش بقرش از موه سون هون خيط سونا ألشة هلا هنس سونا خدر خودتسا هل ساتور هوch Deutsch da is hele worschool satuur Deutsch noem schiet so وين هنس تاعن إيش در خداش تاعن وين حالمدو وين Deutsch وين بيش بول ناخي وين قاعد دول لا تي وين بتشالك دايق لا دايق وين عدل داتس وقت تشلاتش وما أتسن بالبش مصو بتشالك يوق دنيا مليون بتشالش داك يلا هنس يقول لوها تشوات شورا بوتين يتسون كمادو حال إيش ببولبرش حال وين ديالت ويس إتيح سبريتش شرعت بين سلطة جورجين ديالت سلطة أوكرانيا دايتلا شرعش دادانش 2014 году. أخين 22 году يهود يتسان ديالت شقوش لاتن سخنيلوش ساري بيش أتصوم تأردل شدرك دنيا برش على وين ساعة كودو تصوش دل هنوش دويتشترش كودو أقعد دويتشتر مش بغيتش بغش صنع إليش سوق صنع سوقها دل شمنا صنع الله آخر لا تشتر كودو Путин сабарт могут из преступников из чего вес из-за того да дешу цун суд вес идичбо так цацбош аху шугеттер إشتا دو واشتا دو قدر دو دا وقارح تيجوه دا تسمت قوار وقتو يس أتسمت قوار وقت تشا يبوتين سنخرط مبوش سيجر عدل سيجر سيستم власти خيتسا كيشوف كرماداتس سو شاد نالاس المخ بتشالش بقى ميس ويرا البرجي يرا أوكرانيا يرا قياش ويش دعملات سنتك يقش положение وقت ميس سندي كرمادوس современное международное право. Вот наша кибаш цона тергу цееш чугач цахитеря Трампу ша масомана хицурду ша кеч авор дирту вождирду. Ака за идагас чуа я ца мела цахяч авор ца хитри ходира чуас эл цуна ölеш sa duchuish bu khidmadat isender khidmadat is khulil madat so duchlar hudu مش ديال موضوع نقدرك دنيا تلاش الحل نظام международное право يوخش يوخو هو اللي يلدا كيش بتشال حالات شو بحكة إتو بيربوش إشت بريسيدنت خلشول تاع عمودولو يرمسوما بريسيدنت يوها بريسيدنت يول وول إمبيريو يوها قال ليلا شو ور روسيا هالهذا بوتين إساتسوغاتش ساليلوش در خاصة الجوتش مش مدوير يشتوت سوق أخو غينا أمياش در دقوة أصلا خاطرش دا سعد لها مگر دو آیت دیگ دو آیت دیره سوال آیت هنس أثر تيجا غوشة كشنا هنس سايقية تمع استوري تكررت كذا تكست يا زديم تيجا فيديو إلا استنا حاجة أوكرانيا تقايقان كيت كيلغان بوشو спецпредставитель по Украине из تقايقان تاق سعودوسكي أراوي عيو إيراني مستايل سعودوسكي أراوي يختيجا مارك روبيو تاني عشرة по Ближнему Востоку спецпредставителю по Украине вегвац, а по Ближнему Востоку. А до этого цадя халва Марко Рубио и Нетаньяху волчал антин схамил шдина так уже Саудовской Аравии антига уже дючу. Так соколелю ойла Иран та засадчия шамбат тишиш так Россия Башар Асад сан сдаттавин базе дау российской базе дау алдия вахкан турки манди вахкан дави гарб цари хотя лата هو ده يشا يرقي لتا دقابر باشر اسدنا ну цариш да вахкан все обезглавить ты царис иш сатрюки غير чем бацтишиш тахтенс в комментариях я зиндус он на осту России ну атомное оружие лурю архилабу Ираnan
تحقنت إتهالت ديوتشام داتيش تنالات سؤال خيرطة أوكرانيا يوتش بوتيش إيش يا شيء بليجني وستوكي إيران يوتش بوش Ну, цар дүйстер вайнт хордо, но белгал цахдо Украин ючшеля, цигар спецпредставитель, цига хоргор, цига украинер, цана милахла цахы гор, так кидар ожар Украин шбацаш, Украин проблема, да, тетен кверт проблема, тахан дунята, Иран серьё Россия сан атомную оружие, лурге до Россию лила что цабоз боч, нек провокация, нек и Украина шолоч аордуй из вош ацалил модой, амбел мабуш халдуйна юмшлилда. Ах гурдока ашолага кирикл нек сигвал цолку нюк ишта Иран Россия цанюк барт богу арчлилшдаля. Захл нек ахка ну исхла мексна es we duister Иран атом оружие целя лургеля яйца и что он это бербо кидар дердо яйца дис расхубуш Нетаньяху Израиль вон дацик на осю юяня цар дуиster война цар хагой туду бадар ялча цар эск хаол цазим хакада дое цар ах извош ол цахумду цар лахташер цамбата и президент Трамп хаян чолда ну это Суна нах яхсах кuyоша, но в основном цо хадашдал дерик кудэлча, dünya latşdal nizamdı, açana çağalarım boş sunağa çağora oqdatsa doğuça, dünya latşdal nizam satsda iza şey dolça yuhmet otdağaç, ma bu bölç bol tom, voyn dual beş bol tom izbo, oja izdo çağan dual beş bol izdo цара юх империал юх метавятен цалат что он штукаш и что алхият сонасла Ex imperialet ela at цара тан селана адрес шкладуш инсо цар бо России Америк но международное право вытерли ноги шашак был кушвацан Америка из хакабо и Америка империя вообще Танах ящется империю восстанавливать еще. Короче, однополярный мирию, шеш беда дать бош. Цунала цуал хитон. Буй американцы. Ну, основа, цунаха, иш на 50% не шлю, потому что 50% хорошо, мы будем шеш в первую очередь международную кассы. А хорошо, по сути дела, шидана мыши, шо, вот сэх. Хорошо, умеша осяхан цар хагой чтолчо аур. Канцар мич аур дерзор дер. Хуниз бурца. Гуду ходим. Посмотрим, как Расшмаалар, что будет. Но, по крайней мере, обвинять американца могут пока в том, что сам Бех был оттубуцер, хокарлило, что он дуй, а лоцар цаолш садуть шумадацери, унядерга Южная Корея, Северная Корея волнует. Уерцонцы, и он адерик президент. И зачем до того, потом ующен до того, Эггерхар сам был, Бичмер Бонаржи до того, на мой отри Трамп. So сдавятся, чун хуал десна дар. Гурдухойн, хинц аларчна, чун алар цаду хокар дучдары цаагора дунят даш низмца дунят положение давати пет шумдац хагуш аур якамел дер худу мич аур хан сокара аз европейс глобал цар хан шанюх и дуйц дошмаду дучду же здайцду окар хусацам ти судо гурдукой окар мол ярш бена ярц бена خير مصرين عشاش زشات داخل شاين إلا تشتا تقطع هذا كان أوخشون ناقص ده ديز شاش شاين أروجي قدر دي شاين أمبا عاملي الوقرنا 5% شاين أبرون برميشن السحل إيه مصنع الإقامة ديش مبوش صنعور شو لاش عورة إذا ديش وقرت يوروبي تساس لارم بوش وتر او يش اتجاهات شو ويشبو
этот и фашист Дугин, Александр Дугин. Эльготтер Чурвала, плоть до меня Европа, я его ещяц, и шайнюк, я ца, хума, поэтому бац, инстаграм Россия, Бея, Америка, Китай великий, я свою саадаться, и он штучку. Окар здесь цуна хупает хул хаусу дой, حقوق صلاتشونا وين مثلا بيدخل شو تردات سيرة غير صح حيزوش صح قيلا حيزوش صح مدات صح особенно американцы شلون أمريكا بتصير ديمقراطش إيش كان شو ريزما باتسي سير ديمقراطيشي بول سير политикош خبر شو ريزبوش وصن ريزبوش كنت تصندعوا Сацдис рэч, алгач, собрание рэч, митинги рэч. И он же дыч уже стадион царь. Гудо царь, гудо царь дычтер, гудо европейцы шиншаш шанхечтер алдишбу. А ты арбу ищу Трамп дычшун. Это арбац. Из космохолду что эльче, российцы борт был, а китайцы борт бах без получается. Китай, Россия, Иран, Америка, это вот эта большая, как говорится, тройка или пятерка, которая будет ось зла волшебных, питамана, зулумана, не волшебным, да сюда ось что не будет сюда утшбош. Я что удалось бы, Джима я мелел почалкши. По территории, по цивилизации, царь Алдешешбо, Халганзуха Йоч, Амяш Дешбораш, царство американские, Аласки, Халбоца, представитель, Шок, Амялдеш, что, да, Са, Воршик, Амялдеш, Акар, Оцар Лилош, Денис, Дац, мусульманский, Акарша, Сон Харитаря, мусульманский, Элза, борьба цивилизации и дальше. Тут и дало, что мусульманство неправильно религия. Другое сказать, экстремисты, соудар дюч, и дочь дюч, один вопрос. Мусульманские есть, и христианские были еще какие, и другие были. А хорошо, тут и дало, а что сабарш? Сабарша от сумонтега, شاين تا اتولخ حال دين دولهم حال دين دولهم دي حال تشيلي لغش بو إذ خو أرح بولا صح برش وين برش مسو أورا سوهم تاع أولي يشبو هو دوير مش دوير مش تحتاج دوير أكا سوا يتريع دين دولهم ديت يشدات دينا это свобода религии ора шенлоп шолну почал шен лило что дин лил дайт дес Sen diyorum diyse oldaç, din şu musulmanski religii sunuyor elçi, suna ekstremist terörist yaşlar, onlar bez kıyaç religiya, katolik, hristiyan, uyuşu, masere, seri kıldı istori hayatçan. Yuhumuş düğüt sanılmak da hayat tildin kıyaç order zoğaç bu el, eze öyle kollosa, işte umduk aslan. Barkal ayet deriz ve horduk. Yok bu tabela inaugurasyon Trump yok hayam yaktan. Yok hayam yaktan zodinen jo. Саорцега аовияш. Эже 100 дней дал диез президенту Цугудахаш. 100 дней садал. Инзет сабот бляля, готтер стрампон кочебо, трамп уичбо, трампон мода дучбо, цулилош дарван педах урдо и дучбо. Боля так, гагуш, надеж дераз алхит, санао, шола аора, гурдохой на сабот мецабеля, цахух дальше, хаусу дохой. Аят, может случиться такой вариант, что восток Украины отойдет России, Аль-Хаттарду, в западной части Украины ведут войска Европы и между ними сделают буферную зону и ее оставят под влиянием России. Ну, Ахар, Хадич Долхумды, вот как раз к этому и ведет.
Вот как раз как будто бы отсунуть и даловать, что Элла, переговорчик, резву Элла, око Элла, мол, Зеленский, Эл, и что, Элла, дюйч ма будешь, ба. Ну, тут и даловать, халх дюйч да ца, да рокер. Америка шкнечара, почал мы, Америка. Это не зависит, какой там президент, у них есть политика выработана в конституциях, есть у них политика, так? И менять эту политику в связи с тем, что пришел новый президент, позволит ли, значит, народ, позволит ли это, значит, другие власти, органы, Сенат, Конгресс и другие, много там разных политических и общественных организаций, очень влиятельных в Америке тоже. Там посмотрим, ну такая была трактовка, что к этому, мол, они направляют. Раньше речь шла о том, что нужно освободить все территории Украины. Да. А это как раз было как бы поражением России в этом смысле. А теперь речь идет о том, что якобы будет только та территория, которую сегодня занимает Россия. То есть она куда продвинулась. Она даже требует, чтобы ей отдали и другие, которые территории они еще не заняли. Понимаешь? И хамялдеш был ласкер. И что, но Зеленский сегодня Саудовская Аравия шел переговор, конечно, что один заявление ладую раз, что никакие там вопросы без участия Украины положены. Цер представитель вот вот одежду камер чехтerdат, вот он рездация отсюда камер. Ах, так что вопрос стоит открыто. По самому деле в рамках современного международного права, я отвечаю тому, кто задал вопрос, должно быть так. Должны быть освобождены эти все территории, которые, значит, согласно принципу международного права Хельсинки 75, они должны быть освобождены, потому что нарушение этого принципа принято всеми государствами мира. Это подписанный принцип есть. И раз это так, то почему этот принцип нарушается? Вопрос может быть стать так. А об этом Трамп ничего не говорит. Он говорит, то, что я говорю, это главное. Я здесь самое главное, я здесь как хочу, так и верчу. Вот, по крайней мере, вот такая вот идет это. С другой стороны, конечно, Трамп принимает там некоторые указы, какие-то, он пытается принять какие-то законы, которые, ну, как говорится, и приятно, и которые, допустим, не воспринимаются, до сих пор не воспринимаются народами, особенно в Америке или в других странах. Так что здесь вот ситуация идет вот так вот. Я вот слышал по опросу населения, где-то 70% как будто бы Трампа Америки поддерживает. Это заявлял один там некоторый деятель. Но я смотрел, это было не так, не 75%, а где-то больше половины поддерживает его, ну где-то под 50 чем-то, а с другой стороны, значит, тоже близко много к этому против были. Так что вот такая вот трактовка. Каждый может называть какие угодно цифры, поддержки, не поддержки. И это может не влиять, это тоже они как угодно там это, манипулируют с этим. В общем, может так быть или нет? Может быть, если действительно Америка будет вот, продолжать в том направлении, настаивать на этом будет, и, значит, как к этому отнесется украинский народ и остальной мир, это тоже будет играть важную роль в этой ситуации. Посмотрим, что будет. Так? Может быть, Швейцар Шейн Юшбол сапает хабехкан расхшкар за условия, за хаузадина и просто обмануть. Такое возможно? И что там да ищут, сейчас неизвестно, я не знаю, как они там, что они крутят, так? Или обманут хотят. Но те-то тоже не лыком шиты, эти русские там
они сидят там, старые волки, которые хорошо знают Америку, к примеру. Их Да, да. внутреннюю культуру, их власти, и демократы, консерваторы, все они там хорошо знают. И у них вот эти вот деятели, которые вокруг президента Путина сидят, они хорошо разбираются во всем этом. В отличие от украинцев, кстати. Украинцы — это молодая, так сказать, поросль, которая не участвовала в этом во всем так, а те друг друга хорошо знают. Поэтому здесь может быть какие-то ходы, может быть, они рассчитывают на то, что, скажем, Россия не пойдет на те или иные шаги. Вот было, вначале было, что вот если там Путин не согласится, то будет ему плохо. Значит, чуть ли не войдут войска и начнут то все такое. Ну, здесь каждый день или каждый, скажем, даже иногда час ситуация как-то вот, значит, меняется, и говорят вот эти вещи. Вот это пока как-то сбивает людей с толку. Каждый раз вот. Каждый раз вот выступает и та или иная там программа или телевидение, или это. Все, говорит, последнее, самое главное, каждый раз самое главное, а пока еще, как говорится, нет результата. Мгм. Но все как бы застопорено и стоит в таком ожидании. Мгм. Вот такая Бака Акоз Астабек Схуэт, маршал Дума Сарга Мо. И вопрос: как вы думаете, почему речь Венса напугала европейских политиков, некоторых до слез? Ну, Это от себя я почему говорю. напугало? Потому что он заявил, что они будут проводить политику, ту, которая, значит, определяет. Вначале он начал говорить хорошие вещи, а потом я уже потом слушаю, потом он сказал, что, оказывается, во всем все будут решать Трамп. Он управлять будет, мы здесь на него все перевел, стрелки. А так, его выступление вот мне показалось правильным. Он говорил, что они и Украину, и что они будут ее защищать и стараться. Говорили там о этих редкостных металлах, залежи, которые с Украины. Говорили другие вопросы. Эти вопросы пока еще все открыты. Пока непонятно. С другой стороны, говорят, что Украина дает им возможность это сделать, так, вот, чтобы они разрабатывали. А с другой стороны, захватив часть этой территории, Россия хочет эти разработки отдать Китаю. Вот, знаете, вот такая вот ситуация. Здесь вот такие вот идут хитрые ходы, насколько и куда это развернется, посмотрим. То есть мы в ожидании, какое они там примут решение, потому что эти люди, наделенные властью, особенно в Америке, народ избрал, да, а говорит за остальные, там, за Россию и за Китай или другие, то не приходится, потому что там диктаторские режимы, которые держат у власти самостоятельно и не спрашивают мнения народа. Вот что происходит. А посмотрим. Но главное здесь сейчас, конечно, это то, что Трамп говорит, я хочу вернуть Америку, чтобы она была передовой, чтобы она стала самой великой, еще больше, чтобы без него все чуть ли не пропало, и войны не будет, войну мы, мол, остановим. Мы будем смотреть, как остановим, но нас, чеченцев, это интересует, эти вопросы исключительно из того, что наша территория захвачена, и нашу территорию надо освободить. Что с этим вопросом? И таких вопросов в мире очень много, правильно? Очень много этих вопросов, которые надо решать, вот, которые касаются народов, скажем, малочисленных, допустим, как наш народ. Хотя наш народ и не должен быть малочисленным, но многовековые войны, истощения довели нас до того, что нас в 90-м году осталось всего лишь 1 миллион. А в 800-м году, в 20-м, 50-м году нас было всего 120 миллионов, от 3 миллионов, которые были в 1700 году. Так что здесь все зависит от таких вот, назвать их малочисленными или другими тоже не приходится, потому что все надо смотреть по цивилизации.
какая у них цивилизация, какой он, этот народ древний или не древний. К примеру, наш народ очень древний народ. И поэтому, когда эти вещи говорят, мы думаем, что речь идет о том, что вот эти новые нарожденные эти государства, ну, за исключением Китая и Ирана, они пытаются, значит, сейчас стать во главе и все остальное уничтожить, а потом, и, наверное, и те уничтожить. Для нас важно, чтобы соблюдались права человека, чтобы была свобода личности, чтобы это развитие в мире происходило спокойно, и каждый человек мог жить свободно, не боясь того, что в любой момент придут, как вот это в России или в других диктатских странах, хватает любого человека, могут его убить, расстрелять, расчленить. Вот против чего мы говорим. Мы за это. А это вот действие, которое сейчас происходит, как раз-таки намекает на то, что идет против, скажем, вот этой линии свободы человека, данной Всевышним. И эту свободу хотят отнять и, значит, гнобить каждого человека. В принципе, так вот. Гости Украины قيل миротворческие войска, Великобритания, нуша, дугарду кичу, алла, Франция, ну, алла, Франция, ну, ит эзеру, алла, общей сложностью, ит эзеру. Ит эзера, вообще, хумаят, от целёк территории, да, от собьюч, во бог там юра. Ну, от пока идут дютек. А раз шатан, хэшчена, там пресс-конференциер, Лаврове. Тюнг хэшчена, эште миротворческий контингент, чуяля рейс душу, раски рейс буй, Украине, чуш, балбач. Шейн разница НАТО Украина, яхча и натовские войска Украины, чудахча неприемлемо, ну категорически, что находились, короче, قبل دستن دشورتان لورو. سنالات هو الخيتون شو بيجربو شو بيجاهن سقزايل والخاطر سوشاتوش سيخاطر كن خاطر خط قصي أجريسيف миротворческим действительно, что тух был сагаттеш букуза. Франция ахмет тчо чуманда дич бокшбо она надеюсь сагаттеш. Но есть почалкаш асмаалер из-за гулбица конкретно за решение и есть здесь букаш это. Der Miller за это фон Вандер за глава Евросоюза. За что отец я лю, окумал, царел, витер, окардыч дора, худу морду, хусесен бербуэр, гурдок, сунах дора, тагана окардеш топумды, хахетер я терга, гойчдук, лачо халдут, со гойчдук, нагасан баха бехкен, аске, чачу тослой, европейские почалкш, Балтийские, там, Варшава, кидар хачута слой, цахма да дочь, бускаш, бусси, Америка защищает и ряцер, соуся. Что все, бэлм, цахецу, видите? Поэтому они надо их как-то вот, ну, как говорят, щупают, худока, аж, окар. Верша, Amerikan tieši, aici Amerikan tā išvalē vēl, Trump bišķi sandvič jāha, kāds no hukutu, viņš ordēja ulku, viņš počutēr. Цуна сагаттеш чоду, бунах куза, политика, что баш, гудокоин, хухул. Число лица решил 30, 40, 50 тысяч. Маяц у них там почти 500 000 армия. И эти, там главная цель, снабдить оружием и стать, как говорится, базового снабжения Америки, то есть Украины. Так, украинцы шаш, там, когда да, кичал без, хирбуэл хецу, доля цацум ды, кегинах, армия, да, кайка, оплачивают, когда дешься, он у эйма дырицаринц, молодых с 18 лет, а юхай дыр, душу, возапунда, амади, душе. А что, цацум предпринимать, дешься, алиоламек,
Но война, выехал, она, воймахкана, вой почал, ючах доч аур, хал, дедаловарч бош. Вой почал, яйценц эльдат, вой почал, юйлаха, почал, даляц территорию, даляц юйлаха, а как раз ока дючдера, война дюхал моду да, сон рез вой хулил дац, сон де, одновременно хос арбюлер, баш вой почал, яц сама, яц яхла, яц, я вой хуня даган расига почал, кулри алил чарна, пейдах амалду концерт, хулушта дерига. Что сон это аслан. وزعتك خاطر دو آيات Украина нуа Путин Трампини юка переговорш ючайолш Лубянк знаете атаковать ракет четверть, дрон четверть. Худействуешь хире России архитектура. Значит хатер да те комментарии но цунах. Что хатер ду? Но вряд ли это будет. Нет такой. Hitler ценил бы, это самое. Единственный секцар с Москвы, Бахар был, Войнбар, Шпорц, Мацах, отряд, отряд. Ахшица те, Будёнский, Сейсрыш, а так всегда был, так юхало Норд-Ост, всегда наш Сибан, шеш организовать неделю, раз шлили. Но и он еще военгуш мадуй, всегда был цен дюхала, цен юхпе, цега, том цеби чол хурда целдо, инскуза лечдера, суть и дамег, что алгасуя дерига украинцы, что чох был мег хейту, ол цар долдо, и цега, да бага мег цигар был эмлой был цигар, айдал был цигар, и что халай мег, и дерик ца орт держ, суаур держ мег цар, я рол алгас. И что? Цар суть я ракет штук, я цахиет сон, дрон кайтер. Кое-что сказал, да? Цутится то уж, митчанам, я царь изает. Измечертувался уж. То ли это с Москвы прилетело, то ли с Украины. Гадать нет, да, царь? Раз война туй, олар, неизвестные самолеты бомбят Грозный. Сербия, Киев наш, Сербия, дочь, Шейбия, дочь. Так. Ярославу, бо Российская Федерация не договороспособны. Они постоянно нарушают договора. Остановить оккупацию можно только с помощью современного оружия или войск НАТО. Почему отцел Герза долша, отцел лег армии йолша, мобилизации йолша, дуньяну массуа водеш информационно, разведывательно, космический, спутник, один мелдол воду от Украины. Почему так хацаях кой те тула мунцабах вот в чем причина? Причина в том, что Украина обороняется. Украина хочет освободить свои территории, которые в 2014 году незаконно заняты. Так? И если она, вот, допустим, дойдет до такого состояния, как будет вся территория захватываться, то поднимется, конечно, народное сопротивление. И, наверное, будет как и у нас, когда наши в этот момент, когда они нашу территорию почти всю охватили, наши вышли и пошли уже на Москву, пошли на Будённовск, ну, отряды пошли на Первомайск, отряды. Но в то же время открыто, значит, это делалось, то, что мы делали. А то, что мы не делали, взрывы во всех этих домов, и все это извращая, вот эта информационная лживая пропаганда, которая вела со стороны России, давала возможности оболванить, как говорится, население остального мира. То есть они не были в курсе и одобряли то, что делают, скажем, в Москве. Помогали даже это. А сегодня еще у украинцев есть надежда на то, что они освободят свою территорию, и тем самым Россия потерпит поражение, и там изменится власть. Я думаю, поэтому. А так сегодня идти, они же пошли в Курскую область, там
часть ее заняли, и это сейчас у них как бельмо в глазу, они сидят, и вот дальше вот развить эту, скажем, линию тоже, возможно, в будущем придется, если ситуация как-то, не изменится. В то же время мы видим, сегодня Трамп при всем при том не запрещает стрелять по всей территории России. Даже оружием своим не разрешает, хотя Байден это запрещал. Помните, это было? Так что вот такая ситуация. А куда это все придет, посмотрим. Она не договороспособна, потому что договора, которые подписывает Москва или подписывала все времена, они не играли никакой роли, кроме той, как взять передышку, чтобы снова пойти войной. Значит, Российскую империю надо, переформатировать, уничтожить, собственно говоря, империю. И создать там другое государство в соответствии, скажем, воле этих народов, желанием этих народов. Это, мне кажется, было бы самое правильное. Таган аят ацинг Лавровик хаттерди ишт переговор юэлхшайолш эрияде Саудовской Аравии юга по нефтебазе, нефтеперерабатывающему заводу Тёган украинч, чего ёх пожар ихкан, чего ёх зиди нашайн сюда аш переговор яща и хундиятся хулдуца лилештегальш Лаврос бо и вопроса أيام دير أمريكانش بو حرام دير تارس نقيشت دالش развитие цехелер и هما دويتر دولش دوال سياخة ديرس وبروسا إموخلش دو آيات تانا إزر سو وينا غاسقي وين لزينو چوياچ بومنش يو غاسق شن چوياچ يو سيدز أيو حلتيش دات غاسقي مهتر مدو شاش لقبي دا يحكان كيو چوك أي غوران دا چويو بوي لوش أتسكيبر شاید просто күгделләл министр госсекретарь США президент туат госсекретарь уже күкхолтинар уже это на бакке беш бу дадтач о тишлер сандатер ухает окол вторая армия мире бошля В основном эти гладиатчи, там действительно много издаля от американцев, там латшо политику, в какой-то степени обнадеживает их, что они шло до санкций, что его ходил, эту бербу, маалра, семерку, восьмерку, двадцатку, юхедал орду, извозят, и догадали, дичь мабуть, все, конец, не надо. А на самом деле, что будет, время покажет. Гурзам, гойто духу, куда они чем договорятся. Во-первых, украинцы не согласятся. Во-вторых, я думаю, что Иран не согласится. Я думаю, в-третьих, Хамас не согласится уйти со своей территории. Так? Я думаю, здесь такие вопросы, которые наскоком не решишь. Наскоком здесь ничего не решишь. Здесь должно быть какое-то планомерное, обеспеченное безопасности этих людей и народов решение международным пактом. Не так, как эти переговоры, которые по сдаче оружия вели эти украинцы, когда передали русскому Будапеште. Так вот это? Это была ошибка. И сегодня вот на такой шаг пойти просто без гарантии безопасности предоставления нельзя. И украинцы уже это знают. Но и другие народы, конечно, это хорошо понимают. И что, Алхьецону, понимаешь? Там аж видно будет. TikTok чахошор сохатташ. Dig du barkal aya dere sur tak. Sobadilash. Salam aşıldı. Muhammed Masarga. Şümelu yanşı.
Украинцы мало пытались отвоевать даже Донецкую область и Крым с 2014 по 2022 год. Это история. Вот физически, психологически украинцы на это не способны. У меня вывод, что часть Курской области не зря отдали Бога. Хаттер Хичуацу Хаттер, да, комментарий просто. Я же. Ну, возможно, согласимся с ним, возможно, согласимся с ним. Пока согласимся, а еще там можно сказать, что украинцы не способны, все это говорить, может, и не надо, потому что время были, когда и Буш младший, и этот, кто там был, остальные президенты, так, то они как раз-таки давали указания, чтобы они отдали эти территории, пока временно потом, мол, отберете. В этом есть вот какая-то вот, ну, доля истины, я так думаю. Ясно. Да. Охуаира, слава богу, видите в Бош. Достаточно Украине, если бы дали оружие, война закончилась бы, а РФ получила урок, как жить с соседями. То Алгерс Деляри, Тулам Бахкур Варархитион, изначально Украина. Ну, я думаю, что здесь есть резон, правильно. Если бы они дали и смогли бы дать оружие, а не тянули это месяцами, где-то не затягивали, то сегодня ситуация была бы, конечно, другой. Мне так кажется. Что было бы, это, знаете, как сказать, было бы, не было бы, но все равно это же война такая, значит, она, значит, позиционная, на земле идет, и, значит, по воздуху забрасывают ракеты, дроны, так она идет. А если бы дали бы они тогда оружие, не могли бы скинуть этих русских, которые наступали с востока, и дойти до границы, то не было бы разговора. За эти 3 года это можно было, конечно, сделать, но Украина не оказалась этого всего. Ну, вот так вот получилось, так получилось. Да, возможно, теперь винить кого-то в этом тоже можно винить, но это не значит, что можно их обвинить. Вот и все. Ясно. Таял учная бряд тайзер испай двизле дейтол чараха. Нохчичуа. Хамбербо окрестность Шали был нанесен авиаудар, передают о больших жертвах. Самолеты были без опознавательных знаков. Так передавали тогда СМИ РФ. Бо Мамац Эльчин, что Ласк Шеш Бом Нашеч, им наш Шейда Цербош. Так, если... Да, было такое, да? Было, на самом деле, они говорили, Ельцин там заявлял, что мы, это не наши самолеты, это не наши, мы не бомбили, Ельцин заявлял, сидел. Без опознавательных знаков были самолеты. Поэтому они говорили, они говорят, откуда они говорят, то ли с Азербайджана или еще откуда. Ну, что-то они придумывали. Мы-то знали все, видели откуда, понимали, кто бомбит. Это было, да. И что? Ну, это просто Эльчин комментарий есть. Если Украину ведут миротворцев с других стран, означает ли это, что российские войска поменяют статус и превратятся в миротворческие войска? Ну, как может быть миротворцы, которые убивали войну, пришли стать миротворцами? Это смешно, с одной стороны. Это вообще смешно. Это невозможно, да. Невозможно. Это издевательство над этой страной и народом. Мы же понимаем это. Салам всем свободным людям, салам, уважаемый Аят, салам, брат Аслан, салам, Эд, приветствую всех, друзья, всех, кто шумел, Шавига Машуэль, алейкум ассалам.
Так, Приудутся комментарии связывается, говорит, что ли шо? Что-то у меня интернет начал виснуть. Мгм. Так. Так, Путин у России виряща прохуза директору Армин Папергербош возглавляет глава Рейнметалл, военный промышленный комплекс Герштештанг Шешел движение. Цу Селан Талан Динам Амел. США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом. Стало совершенно ясно, что европейцы – это дети, сказал он изданию Financial Times в кулуарах Международной Мюнхенской конференции по безопасности. Если вы не инвестируете в оборонную промышленность, если вы не сильны, то с вами обращаются как с детьми, подчеркнул глава немецкого оборонного концерна. Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: хорошо, потратим 1% ВВП на оборону, это нормально. В результате, по словам Папергера, у европейцев и украинцев на военных складах ничего нет. В опубликованном 14 февраля интервью Deutsche Welle Папергер рассказал, что Рейнметалл готов построить в Украине 3-й завод, то есть 2 уже имеется, который, вероятно, будет выпускать системы ПВО. Он также заявил о готовности удвоить производство оружия и боеприпасов в Европе в течение 12-15 месяцев, если поступят новые заказы. Новый президент США Дональд Трамп требует от европейских союзников по НАТО, чтобы они увеличили свои расходы на оборону до 5% своего ВВП. Это о чем говорит Аян? Будет большая схватка с Россией, или же зачем столько вкладываться, если не воевать? Ну, дело в том, что Россия-то прямо декларирует свои задачи и цели дойти до Ла-Манша, так? Ну, они так, захватить до Барселоны дойти. Ну, короче говоря, они давно это уже приучили. Если что-то они говорят, то вначале смеются с них, а потом, видимо, потихоньку они начинают это осуществлять. Идут там, если что-то, значит, они пускают расход своих людей, особенно это национальная республика, оттуда вытаскивают людей, и тащат их, чтобы они там воевали. Ну, мы знаем это, так? И Россия будет пытаться именно возродить эту империю, ту, которая была в Советском Союзе, да еще царскую империю. Они такую задачу ставят. А если они ставят такую задачу, то немцы понимают, во что это выльется. И, наверное, сейчас они поняли, хоть может и поздно, но несколько относительно поздно. Но Шольц, он что-то там сейчас начал такие твердые заявления делать. Да, это отмечали, и он уже готов там понять, ситуация изменилась, и он будет, я думаю, в этом разрезе это все эти заявления этого человека. Угу. Так, наверное, скорее всего. Доброго времени суток, уважаемый Аяд Асан. Спасибо за прекрасный эфир. Фарваз Баймухаметов. Добрый вечер, Фарваз. Спасибо. Аят, как вы думаете, спрашивает Мухаммад, может правильно поступают американцы, предлагая Европе самим заниматься своей безопасностью? Европейцы, может, слишком расслабились, всецело полагаясь на Америку? Здесь, конечно, это правильно, так? И поэтому, то, что это правильно, с одной стороны, это тогда бы не были эти лишние шутки. С другой стороны, Европа, она-то полностью как бы экономически, там, энергетически, по крайней мере, подписывалась через Россию, мы же знаем. Они захватили Сирию, и на эти все трубопроводы из южных, как говорится, стран тоже себе держали под контролем.
И поэтому все, что было, они диктовали цены, они направляли там трубопроводы, там и турецкие, и северные потоки. Они все делали под себя. Сегодня у них это в какой-то степени, ну, скажем, изменилось. Но посмотрим, куда это все выльется и куда это пойдет. Но, по крайней мере, ситуация видна, что мы должны обязательно учитывать, что Европа, если будет, вот она должна сама учить, если она будет в военном отношении слаба, какие бы экономические там не были у них выгоды, то это будет, не будет без войны. Допустим, все европейские страны между собой экономически сильно увязаны, и все границы открыты, и это все правильно. Они критикуют, мол, они все между собой, там воюют, там они недовольны, надо развалить этот Европейский Союз. То есть вот такую ведет пропаганда России. На самом деле обязательно нужно иметь свои вооруженные силы, которые должны влиться в НАТО. Вот НАТО, они должны не отдельно, а чтобы они были, ну, составной частью НАТО и имели бы очень весомое значение, чтобы они были значительны. Мне так кажется. Тогда России не будет. Но до сих пор, как не было, ну, уверенности в том, что Россия вот так начнет себя вести. Хотя мы предупреждали, чеченцы предупреждали, что они никакую там не хотят там строить демократию, как вы говорите, и все такое. Они готовятся к тому. Они говорят, нет, они хотят демократию, и будет демократия. Они же вначале говорили в России, что они хотят демократическую там страну построить, все будет хорошо. А потом они раз и свернули в сторону, но крыто. Они потихоньку придумывали вот агрессию против нашей страны, потом против других. Теперь они полностью скрылись, и теперь видно, что происходит. Необходимость в этом, ну, чуть запоздала даже, мне так кажется. Они надеялись, что Америка будет все это делать. А вот Трамп, видишь, на этом относное еще хочет и подзаработать, как говорят. Что вот такая ситуация. Да? Баркал Аят, Аят, вот я бы хотел бы немножко привести пример из жизни. Вы находились во власти Чеченской Республики Ичкерия, потом вы воевали против России, потом оказались за границей, были направлены нашей властью единственным представителем, который может решать. Все остальные, как вы точно неоднократно говорили, являются здесь беженцами. А я в это время учился еще после Первой русско-чеченской войны, учился в России, и потом работал, жил в Москве. И когда вторая война началась против нас, уже пятая агрессия и широкомасштабное второе вторжение военное, я на себе, так сказать, на своей шкуре все вот эти прелести репрессий внутри России испытал на себе. И очень хорошо это помню. И, ну, просто нарушение всех норм международного права, гуманитарного права, просто свинское, нечеловеческое отношение к людям, вымогательство денег, избиение, подкидывание наркотиков, оружия, патронов, это обычно граната или патроны они нам подкидывали. Короче говоря, вот все делалось, все полностью над нами творилось. И весь мир это видел, мы об этом кричали, я об этом писал, говорил, но нас никто не слышал, и нас репрессировали. Сейчас внутри России, внутри Европейского Союза происходят наезды, подозрительно афганцы это делают. Никогда там война шла у них в Афганистане, причем те, кто бежали вроде бы от тех самых талибов, здесь совершают наезды. У нас здесь уже несколько раз были и наезды были, и убийства были с нападением с ножом афганцами. Я не сомневаюсь, что за этим стоят российские спецслужбы, ФСБ и их вооруженные силы. И как вы считаете, Аят, нужно ли проводить массовую, ну как в Чечне или по всей, как они России проводили, это, конечно, будет вопиюще, это будет как тогда
как то, что нацисты творили, наверное, до этого не дойдут. Ну, хотя бы как американцы с японцами, когда они воевали с Японией, взяли все население японское в Америке под контролем. Или же хотя бы как это было во время Холодной войны, когда в ФРГ или в западной части Европы все, кто мало-мальски мог быть связан с Россией, Советским Союзом, с коммунистами, все брались под контроль, депортировались, там, допрашивались, там, ну, разные репрессии, не как, конечно, в Советском Союзе, но были. Нужно ли ужесточать меры по отношению к россиянам, прорусским, пропутинским вот этим разным товарищам, которые здесь пруд-пруди и совершают убийства, теракты? Вот открыто совершают теракты, и немцы делают, вот я возьму за немцев, и можно сказать и про французов то же самое, делают вид, что за этим стоят как будто не русские спецслужбы, а какой-то исламист стоит. Вот, например, извиняюсь, что так долго, во Франции произошло убийство Самуэля Пати, и сразу же об этом месяц, если не несколько месяцев, российские спецслужбы призывали нас, вот здесь живущих в Европе, совершить это убийство. Какое-нибудь убийство там совершите во имя пророка, во имя Аллаха, Бог, идите. Потом, после, когда было совершено убийство, в его родном населенном пункте этого молодого убийцы, которого я считаю тоже жертвой использованного вот этой пропагандой и близорукостью вот западных наблюдателей, экспертов, спецслужб, назвали улицу в его родном, ну, это только на государственном уровне можно сделать. И вот, как вы считаете, если не взять вот жесткие меры по отношению к россиянам, к всем разным информационным симулякрам, которых мы тут наблюдаем и в ТикТок, и в Ютуб, можно ли победить вот этот терроризм, так называемый исламский терроризм, который они совершают теракты под использованием чужих флагов, там, исламистских флагов. Можно ли как-то решить этот вопрос, не применяя жесткие меры и оставаясь вот в этом своем блаженном неведении таком европейском? Как вы считаете? Ну, здесь можно сказать, что это вопрос внутренней каждой страны и Европейского Союза в целом. Они сами должны определять, это зависит от той политики, которая проводится на Западе, я имею в виду европейские страны, так? Мгм. Они должны сами понимать, где, где, как говорится, зарыта вот эта вот, как говорится, проблема, и кто, и как ее решать. Но если переводить ее в область, значит, цивилизации, как бы противостояния там, вот некоторые здесь вот говорили, я повторюсь, говорили, значит, о том, что вот мусульмане. Но другое дело, мусульмане, но это не значит, что все мусульмане такие. Надо уметь правильно на это смотреть, выборочно. Другое дело, экстремист, там, какой бы он ни был религии, там, или мусульманской, или другой, на это смотреть. И с другой стороны смотреть, откуда тянутся ниточки. Да, за этим стоят, конечно, русские спецслужбы. Они на этом хорошо, как через ближневосточные некоторые страны, где диктаторы, их друзья, закручивают в Европе. И хотят, чтобы поднять здесь бучу и противостояние, поднять в Европе, чтобы здесь поднялась вот эта вот вся полное вот это противодействие, и чтобы потом Европейский Союз, мол, развалился. Ситуация такая, что они здесь масштабно рассуждают, вот, европейцы. Они понимают, что идет вот это глобальное вот это давление со стороны, ну, я так понимаю, России и ближневосточных стран, которые имеют какие-то цели. А это все цели были вот эти имперские, это диктаторские. Поэтому в первую очередь это должны решать эти страны, власти этих стран, эти народы. А так как мы-то советно не можем, но мы можем говорить, что ситуация вот такая, и происходят вот такие вот моменты, когда именно вот сейчас все более и более забрасываются там какие-то экстремизмы со стороны каких-то отдельных личностей, потом называя исламскими, если даже они не исламские,
если даже эта религия они давно не исповедуют, все равно кидают ту же тележку, где там исламские. Поэтому нужно здесь быть в этом отношении внимательным, этим властям, им виднее. А в конечном итоге им, конечно, нужно следить, у них есть службы разные, которые за этим следят, наверное, они этим занимаются. Да, это есть. Представьте себе, что это мы наблюдаем, мы это видим. Да, во всей Европе это так почти. Да? Ну, что я думаю? Аят, в свете нынешней сложной мировой политики, спрашивает Мухаммад, как выглядит положение ЧРИ? Угрожает ли нам политическое забвение или игнорирование наших стремлений восстановить наше государство? Вот как раз таки об этом я и говорю с самого начала, что о нас вообще здесь могут забыть, о нас вообще никто не говорит, а даже о таких ситуациях не только, когда речь идет только об этих великих, как они называют себя, странах, там 4-5 государств мира, а остальные все как будто ничто. До этого доходит ситуация. Остальные все вроде должны как подчиняться. Ну, надо, если вот принять такие вот мероприятия, принять такие решения, и принцип международный за этим следит, строго спрашивать с тех, кто это нарушает. Международное право, оно должно быть не только для, скажем, тех народов, которые не могут себя защитить, так? Но они должны быть, да, я имею в виду, малочисленные народы, малочисленные страны, маленькие по территории. Надо их тоже защищать. Это же принцип один, для всех должен быть одинаковый. Те, которые имеют большие возможности, они как бы используя международное право, как бы себя защищают. А сейчас мы видим, что и это право, как говорится, топчут образно, ну, на словах, по крайней мере, сейчас, так? И куда это пойдет, мы должны смотреть. Конечно, мы в первую очередь сейчас думаем о своей судьбе нашего народа, куда это выйдет вот в такой ситуации. То есть, получается, Россию оправдывают, что ли, в тех событиях, тех преступлениях, которые, мы говорим, они совершили в нашей стране, убили почти четверть населения, без невинных людей убили, и теперь их оправдывают, потому что кому-то это хочется для какой-то другой цели. Но давайте это делать не убивая людей. Давайте посмотрим, как это сделать, чтобы мы не жертвовали ради этих людей. Можно ли видеть вот этой политики, которая сегодня вот так вот раскручивается? Надо подумать, что это в конечном итоге она вот к чему приведет? К какому-то хаосу в мире. Мы тоже говорим, что это так. А на самом деле посмотрим через некоторое время, там, ну, через 100 дней Трамп будет окончательно ясно, к чему все идет. Ну, посмотрим. Да. Это опасность для нас здесь и существует. Она открыта, она существовала, а сейчас она более сильно вот выделяется. Для нас это точно так. Баркалает. А я здесь еще комментарий сейчас. Если у тебя нету реальных фактов, то лучше такое не писать. Потому что я, например, не знаю ни одного агента ЦРУ чеченского происхождения. Как ты тут пишешь, как будто здесь все уже являются агентами ЦРУ. Я, например, даже не слышал, что есть. Хотя, может быть, там кто-то и есть. Не знаю. Так, дальше. Цахаю Ая, тоже очень интересная статья тут попалась. Она на The Telegraph, британское издание об этом пишет. В НАТО обвинили Киев в растратах вооружений, предоставленных союзниками. Предполагается, что украинские войска сочетают предоставленное Западом оружие с тактикой советского образца, что привело к потере значительного количества вооружений НАТО, говорится в материале со ссылкой на источники в Министерстве обороны Великобритании. В
В тексте уточняется, что подобная тактика отдает приоритет массированной дешевой огневой мощи, а не точным атакам в стиле НАТО, из-за чего дорогостоящее вооружение расходуется впустую. Кроме того, украинских военных обвиняют в том, что они часто оставляют дорогостоящее вооружение на поле боя. В частности, это касается пусковых установок ракет «Джевелин» стоимостью около 100 тысяч евро, которые могут использоваться в бою неоднократно. По утверждению источников, армия РФ захватила значительное количество этих установок вместе с ракетами и пусковыми платформами. При этом украинские военные порой скептически относились к внедрению доктрин НАТО, поскольку методы подготовки НАТО часто не соответствуют реалиям современной войны. Приводятся в публикации слова одного из украинских командиров. И самый такой распространенный комментарий от украинцев здесь был: теоретики учат практиков, как воевать. Айд, что вы по этому поводу думаете? Ну, я, допустим, знаю, я слышал, что такие обвинения звучали много раз, но это нужно было бы, конечно, сейчас вот говорить об этом, в данной ситуации, да. Может быть, есть смысл, это проверить надо, да. Но с другой стороны, сейчас, чтобы это было основанием для того, чтобы не давать, не оказывать помощь украинскому народу и его армии, это не подходит никак. Потому что давайте будем разбираться с этим по окончании войны. Сейчас, кажется, на переправе коней не меняют, как говорится. А если где-то что-то делать за, за все те дела, которые происходят, должны там сразу реагировать власти Украины, и те, кто дают оружие, они должны своих представителей там иметь, и поэтому требуют, чтобы это исполнялось, как того положено. А так, чтобы это сейчас в оправдание тех, которые не хотят оказать Украине, или хотят, чтобы они пошли на уступку, если вот так вот, то это неправильно, вот я так считаю. Мгм. Но это может быть таким поводом, чтобы начать отказывать Украине. Вот эта статья, Я это... говорю, вот если до этого, то это неправильно. Мгм. Вот эта статья и эти заявления. Ну а до эти 3 года что они делали? Надо было все, что это она дает, это давайте проверяйте. Ваши представители там же есть, кто и что, как они делали. Давайте посылать туда своих представителей, военных и других. Смотрите за этим и требуйте. И в соответствии с этим и выдавать оружие или говорить о том, что происходит. Я так думаю, в первую очередь. Мгм. Иначе как? Баркал, Айд, Баркал. Да. Так. Все время и СССР, и Россия, и ее подопечные занимались терроризмом по всему миру. Сталин убил больше людей, чем фашисты, но их не судили как фашистов, и в этом тоже большая проблема. Аят, как так получилось, что самым матерым убийцей, фашистом, кровавым палачом Сталиным разделили мир пополам и жили, и сосуществовали? Почему так? И сейчас, может, к этому идет? Такое возможно? Ну тогда ведь как бы, значит, официально войну начала Германия, так? И фашистская, у них были фашистские лозунги, а у Советского Союза были такие миротворческие, такие хорошие, защиту человека и все такое. То есть Советский Союз и Сталин прикрывались тогда всем, а на самом деле творили еще хуже, чем фашисты все. Да. И поэтому они объединились все против Германии, да? Но теперь вот стал вопрос, надо, чтобы объединиться все против России, чтобы ликвидировать эту фашистскую империю. Она империя. То есть ее надо изменить, если они хотят, чтобы там жили нормальные люди со свободой, там, защитой прав и все такое. Мне так кажется. Мгм. Поэтому и было это все. Тогда же они не могли выступить против, скажем, Германии и против Советского Союза. Они не могли, Запад не мог выступить. Тогда бы
если бы эти две страны тогда, которые между собой дрались, надо было за кого-то там в первую очередь вступить. А это, в первую очередь, это была Германия, которая захватила почти всю Европу, даже какие-то африканские территории, и двигалась, и хотела весь мир захватить. Германия, то есть Англия и Америка вынуждены были там с этим бороться. Они понимали, они это не против Советского Союза войну поднимали, когда они пошли и помогали, второй фронт когда открыли. Так что здесь вот такая ситуация, насколько мне известно. Поэтому я так думаю. Ясно, спасибо, Баркал. Так, это напоминает, что Асланга и чеченцы есть и в ФБР, ЦРУ и даже в Моссаде, говорит Эд. Ну, Эд, я просто не знаю таких, может быть, поэтому. Ясно. Ну, передаю им всем салам, пользуясь случаем, Эд, раз ты так о них заговорил и фактически спалил контору. И если они меня услышат, передай им, чтобы они активно помогали своему народу. У американцев, у израильтян все отлично, нам нужна помощь. Срочно просто. Всем передаю большой салам и давайте, ребята, помогайте нам. Вы нам нужны. Я думаю, что у Запада до сих пор не хватает силы воли, чтобы развалить Рашку, говорит Асланбек Тутаев. Аят, как вы думаете, все-таки на развал они все-таки готовы или все опять это все лишь риторика политическая? Кто готов это имеешь в виду? Россия, ну, Запад готов разваливать Россию и брать ее под Нет, внешний нет. контроль? Я всегда говорил, что никто не будет Пока разваливать ее. плачет только, да? Да. Нужно переформатировать вот эту. Они же вначале, когда развалили Советский Союз, они сразу превратились в демократов все, если помните, так? И почему получилось так, что они теперь стали имперцами? Эти демократы превратились, то есть коммунисты превратились в демократов, а теперь они вскрылись как имперцы все. Да. Поэтому здесь не развал, это зависит от того, насколько вот, конечно, вот от этих народов зависит, но они не способны в этой ситуации решить какую-то, потому что вся власть в стране захвачена в руках у Москвы, они непосредственно диктуют во всей территории, во всех внутренних республиках, так? Они осуждают, там принимают законы, какие жесткие мы знаем, поэтому люди там подняться не могут. То есть еще там не дошло до того, чтобы, несмотря ни на что, чтобы народ поднялся. А тем более подняться на такой обширной территории, как Россия, это трудно, потому что сегодня здесь только поднялось, допустим, в Москве, а в это время на Дальнем Востоке еще глубокая ночь. Понимаешь, вот так вот. Поэтому, ну, где-то там речь шла, Запад не собирается и не собирался ее разваливать. Запад хотел, чтобы переформатировать эту систему власти, убрав оттуда Путина, я так понимаю это. Ну, а здесь вот были деятели, некоторые деятели были на Западе, и в Украине они были, которые хотели, значит, развала России. Даже наши деятели от нашей нации, там некоторые выступали, участвовали, подписывали какие-то договора о развале России. Хотя с нашей стороны там никто не имел права ничего говорить, потому что нам в этом их развале, это их внутреннее дело, и в этом участвовать мы не собирались. А в то же время, если там они внутри там решат, и на это вот имеет давление и Запад, который не знает, куда деть эти боеголовки военные, которые атомные бомбы и другие вооружения, которые есть в России. Это же они взяли все, что было на территории Советского Союза, передали России. Что было в Украине, что было в Казахстане, в других республиках, они передали России все. И теперь она с этой огромной вот этой
значит, с запасом оружия огромным. Вот сегодня они их побаиваются в этом смысле. Побаиваются, не хотят. Ну а так они по-другому могут экономически на них додавить. А что будет, посмотрим сейчас. Так что вот такая ситуация. Понятно. Спасибо, Баркал. Баркалаем. Так, друзья, Хахташ дала вопрос я с Двишар Душин. Друзья, задавайте вопросы. Ну, уже где-то часа полтора мы идем, да? Да, можем уже. Да, уже почти полтора часа. Да, если нет вопросов, можно заканчивать. Давай тогда, давай, будем потом еще раз выходить. Давай. Да. Если есть вопросы, друзья, если нет, то мы заканчиваем. Пишите ваши вопросы, если есть, я зачитаю их. Спасибо за подарки, Семен, все остальные. Спасибо вам большое. И задавайте вопросы. Ну, если нет, тогда я предлагаю тоже завершить тогда наш сегодняшний стрим, Аят. Давай. Спасибо вам большое. Спасибо за столь интересные ответы, за столь объективную информацию. Barkal Дерес, Масана. Адикюэль, Шавик Масера Тахмаш, Оль Бюсте Галель. Всего хорошего, до свидания, друзья. Адикюэль. Таю Иван Саят. Давай.